Проект бюджета Гагаузии был утвержден своевременно на сессии Народного собрания. Особую активность вызвало обсуждение статьи о распределении средств на спорт. Значит, я предлагаю еще дополнительно изъять это самое, значит, спортивный клуб «Викель» и, значит, клуб «Карате» тоже направить эти деньги, значит, управление молодежи и спорта для сборных команд, которые будут готовиться на чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Я предлагаю в чемпионате Гагаузии по баскетболу, по волейболу, там выделили по 150 тысяч, сократить им по 120 тысяч, так как желающих команд только по 5, и добавить оттуда по 30 тысяч с акциями Гагаузии, чтобы было по 30 тысяч не трогая, потому что я вас уверяю, что любой футбольный клуб тратит не менее 100 тысяч лей в месяц на просто сохранение этого клуба. Значит, те наши ребята, которые будут чемпионами республики, то есть чемпионами страны, пока он не будет чемпионом страны, он ни на какую Европу, на мир не попадет. Те ребята, которые будут попадать на чемпионаты Европы, мира, вот эти деньги будут распределяться строго сборным командам, то есть которые будут представлять Гагаузию, сборную Молдавии и страну на первенстве Европы и мира. Понятно? Заместитель председателя Народного собрания Александр Тарнавский отметил приоритетные статьи в утвержденном бюджете и раскрыл причины такого распределения финансов. Значит, ключевое разногласие с исполнительным комитетом, но мы пришли к общему мнению, сейчас проголосовали. Мы предлагаем все-таки бездефицитный, исполком предлагал бездефицитный бюджет, мы все-таки предлагаем ему утвердить дефицитным, увеличив на 2 миллиона 944 тысячи леев, потому что исполнительный комитет не учел норму нашего местного закона о публичных финансах, когда фонд возмещения помощи для местных органов власти для оплаты контрибуций в грантовых проектах должен быть изначально заложен в проекте бюджета. Отрадно, что исполнительный комитет и Народное собрание в вопросах утвержденного бюджета на этот раз нашли компромисс.